В Ухте новый начальник полиции Роман Кликовкин ранее служил в соседнем Кирове. В Северной Жемчужине он еще не бывал, но за пару недель после своего назначения полностью ознакомился с обстановкой в городе и вошел в курс дел. О ближайших планах нового полицейского начальства Ухты узнала Анастасия Тюрнина. Изучая статистику по Ухте, Роман Кликовкин подытожил: одна из его главных задач – обуздать уличную преступность. За минувший год в Ухте зарегистрировано 530 уличных правонарушений. Для небольшого города это очень много. Наряды на патрулирование улиц усилят. Еще одна беда Ухты – незаконный оборот наркотиков. В прошлом году выявлено 260 таких преступлений. Цифры говорят сами за себя, они также довольно большие. Это говорит о том, что наркотики у нас в городе есть, лица, употребляющие наркотики, есть. Здесь две составляющих. Во-первых, это профилактические мероприятия, начиная с школьного возраста, проведения бесед, обучений каких-либо в школах, в учебных заведениях по вреду наркотических средств. Ну и в дальнейшем, естественно, это выявление лиц, которые осуществляют распространение наркотиков, продажу наркотиков нашему населению. Также в данном направлении мы будем активно двигаться и взаимодействовать со всеми возможными службами, теми, кто стоит на страже закона. Роман Кликовкин вернулся к теме недавнего происшествия в поселке Ветлосян. Эта странная история быстро обрастает слухами. 2 января Павел Калинин и Наталья Баскакова перестали выходить на связь. Полиция нашла свидетелей, и те подтвердили, что пропавшие были вместе. Они выехали на попутной машине в сторону лесного массива, где попросили водителя их высадить. В настоящее время из-за сильных морозов активные поисковые работы приостановлены. Происшествием занимается и следственный отдел. План поисковых действий был выполнен, запланированный, и на территории города Ухты температура опустилась до ниже минус 30 градусов, что очень сильно затрудняет поиски. Люди, участвующие в данных мероприятиях, получают тоже и обморожение, так как невозможно на протяжении светового дня постоянно находиться в лесу, но поиски приостановились по той причине, что необходимо разработать новый план поисковых мероприятий. Как только температура воздуха достигнет приемлемых значений, поиски возобновят. Несмотря на то, что надежды найти Наталью Баскакову живой с каждым днем все меньше, следователи не торопятся делать выводы о ее гибели. Анастасия Тюрнина, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган.